Итак, тема лекции «Концепция преподавания предметной области искусства. Новый вектор развития художественного образования». Сегодня важнейшими задачами образования, на которые обращает внимание профессионального сообщества и общественности президент Российской Федерации в майских указах 2019 года, является обеспечение глобальной конкурентоспособности в образовательном пространстве и одновременно воспитание гармонично развитой социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов России, исторических и национально-культурных традиций. Достижение этих целей требует изменения как в содержании образования, так и в механизмах его организации. Базовые основы подобных изменений закреплены в Законе об образовании в Российской Федерации, в котором определен приоритет гуманистического характера образования, способствующего свободному развитию личности, воспитанию гражданственности, патриотизма и ответственности подрастающего поколения. В государственной программе Российской Федерации развития образования на 13-20 годы, в концепции федеральной целевой программы развития образования на 16-20 годы, подчеркивающей приоритет разнообразных моделей социального партнерства в сфере образования и других нормативно-распорядительных актов государственного и регионального значения. 26 марта, поближе, кто вы хотите, или сюда идите, чтобы могли переключать. У нас с вами слайд 30. Да, вот у нас был второй слайд или третий. 26 марта этого года на церемонии вручения премии молодым деятелям культуры и авторам произведений для детей и юношества президент Российской Федерации подчеркнул, что в нашей стране служение культуре и искусству абсолютно справедливо считается важнейшей миссией, колоссальным вкладом в образование и просвещение, укрепление духовных и нравственных основ общества, сбережение и приумножение богатейшего культурного наследия страны. Владимир Владимирович отметил значение искусства, которое помогает подрастающему поколению постигать жизнь, ее противоречия и сложности, учить отделять зерна от плевел и утверждать идеалы добра, дружбы и великодушия и справедливости. Несомненно, особую роль в решении обозначенных задач играет общее образование. То есть образование доступно всем без исключения школьникам. Именно предметная область искусства в общеобразовательной школе направлена на формирование общероссийской культурной идентичности детей и подростков на основе изучения отечественного и мирового искусства, на приобщение обучающихся к сфере духовной жизни общества, на развитие у детей художественно-нравственных ориентаций в окружающем мире, духовно-нравственных принципов и способности творческого освоения окружающей среды. Изучение предметов искусства в школе является единственной возможностью для обучающихся научиться разбираться в огромном информационном потоке массивной культуры, различать настоящее искусство и произведения низкого качества, прикоснуться к большому искусству через собственную творческую деятельность. Сегодня нельзя недооценивать значимость предметной области искусства в общеобразовательной школе. 18 апреля 2017 года на круглом столе «Художественное образование в школе», проведенном Институтом художественного образования РАО и Академией акварели и изящных искусств Сергея Андреяки, министр просвещения Ольга Юрьевна Васильева подчеркнула значимость обязательного изучения творческих предметов в школьной программе. И по ее словам, ни одна школа не имеет права исключать такие уроки. 6 ноября уже этого года на втором съезде Общества русской словесности патриарх Кирилл обратил внимание на то, что многие школьники, к сожалению, имеют весьма смутные понятия о том уникальном духовном богатстве, которым обладает наша многонациональная страна, и предложил повысить эффективность культурологического и художественного образования, вокруг которого и формировалось бы в сознании наших учащихся целостное понимание истории культуры России. Естественно, что в таких условиях возрастает востребованность новых концептуальных подходов к преподаванию и изучению предметной области искусства. Быстро меняющаяся социальная ситуация, естественно, влечет за собой и изменения в содержании изучаемого материала, в формах его преподнесения, в отношениях между учителем и учеником. Необходимость модернизации предметной области искусства в общеобразовательной школе была инициирована самими учителями, понимающими важность урока музыки, изобразительного искусства и мировой художественной культуры для современных школьников. И кроме того, была активная поддержка со стороны органов управления образованием. Вопрос необходимости новой концепции впервые был
поднят 12 августа 2016 года на съезде представителей Ассоциации учителей музыки, изобразительного искусства и МХК, который объединил 300 участников из 31 субъекта Российской Федерации. На съезде было принято решение о разработке концепции преподавания и изучения предметной области искусства в Российской Федерации. И как вы видите, с 2016 года пройдена длинная дорога от идеи до окончательного варианта концепции через общественную и профессиональную экспертизу. На слайде вы видите основные моменты работы над концепцией. 24 декабря 2018 года на коллегии Министерства просвещения концепция была утверждена. С сентября этого года началась реализация концепции в субъектах Российской Федерации, которая будет продолжена до 2024 года, до полного внедрения по всей стране. Концепция структурирует обучение на основе профессионального и общественного обсуждения с учетом рекомендаций государственных органов управления образованием. Целью концепции является обеспечение высокого качества изучения и преподавания предметной области искусства в образовательных организациях в соответствии с меняющимися запросами населения, перспективными задачами развития российского общества и вызовами времени. Концепция включает в себя определение значимости предметной области искусства, цели и задачи, проблемы преподавания мотивационного, содержательного, методического и кадрового характера, основные направления реализации концепции общие по предметам, задачи подготовки кадров и материально-технического обеспечения уроков искусства, а также механизмы реализации. Концепция преподавания предметной области искусства направлена на достижение важнейшей цели образования и воспитания, освоение школьниками искусства и художественной культуры страны и региона как основы духовно-нравственного развития подрастающего поколения. Предметная область искусства способствует решению задач, поставленных в государственных документах, таких как направленность образования на социализацию и инкультурацию, необходимость воспитания духовности и культуры гражданина, усиление во ВГОС значимости метапредметных результатов, определение образования как самообразование на протяжении жизни, развитие креативности как основного качества выпускника. Таким образом, предметная область искусства в общеобразовательной школе в наибольшей степени способствует формированию общероссийской культурной идентичности школьников на основе изучения отечественного и мирового искусства, приобщению обучающихся к сфере духовной жизни общества, развитию у детей художественно-нравственных ориентаций в окружающем мире, духовно-нравственных принципов, развитию способности творческого освоения окружающей среды. Более того, изучение предметов искусства в школе является единственной возможностью для обучающихся начинать разбираться, о чем я уже говорила, в огромном информационном потоке массовой культуры. Содержание уроков изобразительного искусства, музыки и мировой художественной культуры связано с ролью искусства во всех сферах общественной жизни. По этой причине основными задачами преподавания искусства в общеобразовательной школе при небольшом количестве учебного времени, выделенного на данные предметы, становятся приобретение обучающимися навыков художественной и музыкальной деятельности, выявление одаренных в области искусства детей и дальнейшее педагогическое сопровождение, воспитание грамотного зрителя и слушателя, то есть человека, у которого сформирована потребность в общении с искусством вне зависимости от выбранной профессии и рода занятий. Использование искусства как средство арт-терапии, что наиболее важно для детей с особыми потребностями здоровья. Концепция обращает особое внимание на проблемы преподавания предметной области искусства, а затем предлагает способы их решения. Среди актуальных проблем особенно важно выделить следующее. Сохранение непрерывности образовательного процесса общего образования, недостаток межведомственного взаимодействия между учреждениями культуры, музеи, театры и образовательными организациями. Безусловно, это значительно обедняет возможности предметной области искусства. Кроме того, к проблеме относится и профессиональная подготовка педагогов искусства, которая должна отвечать вызовам и требованиям современной ситуации общественного развития. С нашей точки зрения, необходимо введение системы профессиональных стандартов учителей предметной области искусства, способствующих адекватной оценке труда педагогов при аттестации. Концепция, как я уже говорила, соотносится с федеральным государственным образовательными стандартами в целом и ориентирована на системно-деятельностный подход, на приоритет практической составляющей без ущерба для фундаментального знания.
предполагает и такой современный учебный процесс, который будет направлен не столько на достижение результатов в области предметных знаний, сколько на личностный рост ребенка и достижение метапредметных результатов обучения. Стратегическими направлениями реализации концепции являются единство учебной и воспитательной деятельности, сохранение и развитие культурного разнообразия многонационального народа Российской Федерации, преемственность и вариативность содержания основных образовательных программ общего образования. Достижением принятой концепции можно считать и сохранение 3 учебных предметов. Музыка, изобразительное искусство, а главное, что сохранился такой предмет, как мировая художественная культура, пока в рамках регионального или школьного компонента. Концепция предполагает обеспечение непрерывности преподавания предметной области искусства через создание сквозных модулей с возможностями вариативности на протяжении всего обучения. Это позволяет усилить внимание к индивидуальным проектам и творческой деятельности обучающихся на основе системно-деятельностного подхода. Важный аспект использования вариативных модулей, на которые указаны в концепции, это возможность выбора модуля образовательной организации. Конечно, практика подтверждает наиболее эффективное создание непрерывности художественно-эстетического образования через предметы музыка и ЗОН МХК. Эта система позволяет выстроить обучение поэтапно, от приобщения к отдельным видам искусства, к формированию целостной художественной картины мира, от навыков практического освоения языков искусства к формированию ценностных ориентиров учащихся, к решению задач нравственно-эстетического воспитания и социализации личности средствами искусства. Накопленный опыт практики использования модульного обучения в российском образовании позволяет выделить такие преимущества модульного подхода, как индивидуализация образовательного процесса, возможность его гибкого построения как с учетом уровня подготовленности обучающихся, так и профессиональных интересов учителя. Модульное обучение логично вписывается в контекст системно-деятельностного подхода, являющегося основой стандартов общего образования, в том числе в предметной области искусства, определяя конкретные пути и способы освоения предметного содержания. Новая концепция предполагает модульное построение каждого предмета. Сегодня вы подробно узнаете о способах модульного построения учебных курсов и отдельных уроков музыки и изобразительного искусства. Целью новой концепции является обеспечение высокого качества изучения и преподавания предметной области искусства в образовательных организациях в соответствующей с меняющимися запросами населения, перспективными задачами развития общества и вызовами времени. Использование информационно-коммуникационных технологий на уроках искусства – одна из актуальных проблем школьного художественного образования. В концепции подчеркивается необходимость повышения компьютерной грамотности как учеников, так и учителя, эффективного использования информационно-коммуникационных технологий на уроке искусства. И всем сегодня понятно, что компьютерные технологии интересны современному школьнику. Они повышают мотивацию к обучению, развивают познавательные навыки учащихся, помогают им ориентироваться в информационном пространстве, расширяют возможности развития творческих способностей каждого ребенка. Мониторинг, проведенный нашим институтом, показал, что на уроках чаще всего демонстрируются аудио или видеоматериалы. Использование компьютера на базовом уровне на уроках искусства происходит только в 38% школ и зачастую в силу отсутствия такового. Используют компьютерные программы для рисования, музицирования, аранжировки виртуальных экскурсий в музей только 21% школ. В данном случае проблема связана с отсутствием умения пользоваться этими программами учителями. По этой причине поставлена задача увеличения количества и качества занятий по данной направленности. Особую сложность сегодня представляет разработка контрольно-измерительных материалов для различных форм аттестации и оценки качества по учебным предметам предметной области искусства. Так как искусство имеет как объективные, так и субъективные, мы с вами это знаем, критерии. Однако, очевидна необходимость создания различных форм оценивания творческих работ, созданных школьниками. Эта проблема требует профессионального и серьезного обсуждения. Для модернизации содержания и методики преподавания предметной области искусства необходимо создание учебно-методических материалов нового поколения, предполагающих приоритетное развитие самостоятельной творческой работы обучающихся, использование электронных и мультимедийных технологий, современных средств диагностики и достижений результатов школьников.
Еще одним важным достижением новой концепции, несомненно, является непрерывность преподавания предметной области искусства в школе, которая понимается как расширение урока во внеурочную деятельность, в дополнительное образование и социокультурную образовательную среду через взаимодействие с учреждениями культуры. Важной формой расширения урока искусства сегодня становятся художественные практики, то есть занятия разными видами искусства во внеурочное время, продолжающие и углубляющие содержание урока. В данном контексте актуализируется поручение правительства Российской Федерации от 1 апреля 2019 года по вопросу включения художественных практик в начальное общее образование. Инициация – Московская средняя специальная музыкальная школа имени Гнесина. Под художественными практиками подразумевается занятия по 3 направлениям – музыка, танец, декоративно-прикладное искусство региона. Речь идет о комплексном развитии интеллектуальных, эмоциональных и физических возможностей детей средствами искусства, способствующих более эффективному освоению общего и среднего образования в рамках неурочной деятельности. Предметная область искусства в 21 веке все более настойчиво заявляет о себе как сфера развивающего потенциала образования, актуализирующего роль культуры и искусства в воспитании духовно богатой творческой личности. Основное и дополнительное образование сегодня становится неразрывной единой системой. Каждый школьник, получив базовое образование по искусству в школе, может расширять свои компетенции в этой области в дополнительном образовании художественной направленности и во внеурочной деятельности совместно с учреждениями культуры. Поэтому в концепции и подчеркнута необходимость совершенствования механизмов координации и интеграции предметной области искусства с внеурочной деятельностью и дополнительным художественным образованием. Сегодня вырабатываются новые аспекты организационных форм основного и дополнительного образования детей. Внедрение интегрированного подхода, специфика которого заключается в восстановлении недостающих звеньев художественно-образовательного познания окружающего мира, культуры и искусства. В моделировании педагогических условий обучения и поиск новых форм неурочной деятельности, включая культурно-образовательный туризм и современные технологии арт-менеджмента. И третье, обновление предметного содержания профессиональной деятельности специалиста на основе электронного творчества, музейной педагогики, передвижных выставок детского рисунка, театральных и иных инновационных технологий современного художественного образования. Четвертое. Активация познавательно-практических и эмоционально-эстетических процессов за счет расширения сферы творческой деятельности и диверсификации художественно-творческих продуктов, арт-проектов. Важным фактором межведомственного взаимодействия становится социальное партнерство в образовательных организациях и учреждениях культуры, это музеи, театры, филармонии и прочее. В данном контексте необходимо совершенствование и развитие системы межведомственного взаимодействия с учреждениями культуры для расширения возможностей предметной области искусства в образовательных организациях. В 21 веке изменилась социокультурная ситуация, мир стал глобальным и информационным, поэтому музеи и театр, как часть социального института, также меняется. Современные музеи и театры приобретают черты полифункциональности. Они выполняют историко-культурные, художественные, социальные, образовательные, научные и профессиональные функции. Таким образом, можно определить следующие задачи взаимодействия учреждений культуры и школ. Формирование мотивации к общению с культурным наследием через приобщение к музею и театру детей с раннего возраста. Развитию новых форм музейной и театральной педагогики через творческую деятельность. Создание многоуровневой системы музейного и театрального образования, детский сад, школа, музей или театр, учреждение дополнительного образования. И надо подчеркнуть, что реализацией концепции преподавания предметов в области искусства заинтересовалось Министерство культуры Российской Федерации, что, несомненно, позволит наладить эффективные взаимоотношения учреждений культуры и школ. В этом плане одной из значимых форм подобного взаимодействия сегодня становится всероссийский культурно-образовательный проект «Культурный норматив школьника», главной целью которого является вовлечение обучающихся в культурную среду региона, города, страны, через посещение ими учреждений культуры и знакомство с информационными ресурсами об искусстве. Главная идея культурных нормативов заключается в реализации комплекса мер, включающего в себя разнообразные виды освоения произведений искусства и художественной культуры, формы проверки знаний, вариативные способы обмена впечатлениями и формирования собственного мнения по поводу искусства и культуры школьников. Это совместный проект Министерства культуры Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, который осуществляется при поддержке Яндекса. Институт художественного образования и культурологии РАО является содержательным соразработчиком данного проекта.
Содержательная рамка культурных нормативов формируется на основании федеральных и региональных возможностей в сфере культуры и образования, с предметным содержанием, определяющим нормативы проекта. Представлено 7 основных направлений искусства: литература, изобразительное искусство, архитектура, музыка, театр, кинематограф и народная культура. Культурный норматив реализуется в течение учебного года и состоит из культурного марафона, то есть кратковременно, предположительно месяц, погружение школьников в культурную среду региона и постоянную внеурочную работу, которая реализуется через систему мероприятий. Культурного дневника, в котором ученики в электронном или бумажном варианте будут делиться своими впечатлениями и размышлениями, и культурного диктанта, который будет проводиться раз в год и станет формой оценки уровня освоения культуры обучающимися, то есть оценка событийной насыщенности и опыта постижения культуры. Таким образом, современная педагогика искусства предполагает освоение искусства через разнообразные социокультурные проекты, в которых детям дан больше простор для самостоятельной деятельности, но в то же время эта деятельность направляется профессионалами через погружение в различные виды искусства. При подобном подходе к построению социокультурного проекта планируемые результаты образовательного процесса представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. Таким образом, мы видим, что сегодня меняется содержание и форма преподавания предметной области искусства в школе на основе реализации концепции. Особенности работы учителя-предметника, обучающего музыке, изобразительному искусству, мировой художественной культуры, определяются в первую очередь общепедагогическими факторами, такими как возраст и контингент обучающихся, условия, обеспечивающие учебный процесс, оборудованный учебный кабинет, учебно-методическое обеспечение, программы, учебники, методики, наглядный материал. Но мы должны понимать, что для учителя, обучающего школьников искусству, особо значимым являются следующие факторы. Музыка и изобразительное искусство могут преподаваться только в специально оборудованных кабинетах. Учебники по этим предметам отличаются широким выходом за рамки урока. Предметы искусства может вести только профессионал, а иначе результат обучения не будет достигнут. Для достижения высокого качества преподавания предметной области искусства необходимо обеспечение условий для работы учителя с обучающимися по развитию базовых умений и навыков в области выбранного ими вида искусства. Для самореализации обучающихся по общеобразовательным программам по искусству, то есть наличие музыкальных, хоровых, танцевальных классов, художественных мастерских народных промыслов. Концепция определяет базу для решения этой проблемы, в том числе с учетом состояния материально-технической базы сельских школ. Несомненно, что самой острой проблемой сегодня является подготовка высококвалифицированных кадров, подготовка высококвалифицированных учителей. Эта проблема возникает по ряду причин. Из-за небольшого количества часов, из-за недостаточного уважения к учителю искусства, из-за остаточного принципа поступления в педагогический вуз на музыкальные или художественно-графические факультеты. Сегодня по результатам исследования нашего института уроки искусства ведутся в начальной школе 96%. Но зачастую учителя начальных классов заменяют их более значимыми, на их взгляд, предметами математикой или русским языком. И смею предположить, что процент преподавания искусства в начальной школе может быть на самом деле гораздо ниже, так как зачастую замену очень трудно установить, ведь в отчетах пишется у нас все правильно. В 5-7 классах, где стандартами точно определены часы на музыку и изобразительное искусство, только в 89% школ есть эти уроки. Замена уроков на другие происходит чаще всего от отсутствия специалистов, особенно в сельских и малокомплектных школах. В 8-9 классах только в 43% школ ведутся уроки искусства. В старшей школе еще печальнее, только в 37% школ ведутся уроки искусства. В большей степени уроки мировой художественной культуры, а также в профильных школах, соответственно, музыка и изобразительное искусство на углубленном уровне. Тенденция несомненна, чем старше школьники, тем меньше искусства. И это несмотря на то, что сегодня все говорят о духовно-нравственном воспитании подростка, о повышении культурного уровня, о противодействии культурному экстремизму, который несет в себе массовое искусство. Поэтому в концепции особое внимание уделяется уровню подготовки педагога, материальному и методическому обеспечению урока искусства. Следует понимать, что хороший художник, музыкант и артист не всегда может быть хорошим учителем. Основными критериями для повышения качества работы учителей предметной области искусства можно определить следующее. Совершенствование системы высшего образования по педагогическому профилю
и дополнительного профессионального образования, направленного на модернизацию педагогической и методической составляющей содержания образовательных программ. Оптимизация методов оценки качества работы педагогических работников, в том числе введение профессиональных стандартов учителей предметной области искусства, способствующих адекватной оценке труда педагогов при аттестации. Развитие системы олимпиад и конкурсов художественного или музыкального и педагогического мастерства для учителей предметной области искусства, как форма повышения уровня профессионализма, результаты которых должны учитываться при аттестации учителя и влиять на рейтинг образовательной организации. Надо отметить, что реализация концепции активно подключилась Министерство промышленности и торговли Российской Федерации для материально-технического обеспечения и комплектации кабинетов музыки и изобразительного искусства. Также в реализации концепции активно привлекаются органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в сфере образования, и органы управления культуры субъектов Российской Федерации. Внедрение концепции предметной области искусства имеет особую актуальность и решает очень важные задачи, направленные на контроль за реализацией комплекса мер, направленных на систематическое обновление содержания общего образования на основе результатов мониторинговых исследований и с учетом современных достижений педагогической науки и технологий, изменения запросов учащихся и общества, ориентированности на применение знаний, умений и навыков в реальных жизненных условиях. Задачи направлены на нормативно-правовое закрепление положения о корректировке федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ, в том числе перечня учебных предметов. И на осуществление мер по интеграции учебной и воспитательной работы в рамках реализации основных общеобразовательных программ, а также по снижению внеучебной нагрузки на учащихся за счет повышения их заинтересованности и максимального вовлечения в образовательный процесс, использование современных технологий, средств обучения и воспитания. Таким образом, можно определить основные положения новой концепции преподавания предметной области искусства. Модернизация содержания учебно-методических комплектов в соответствии с вызовами времени. Оснащение кабинетов по разным видам искусства и художественной деятельности. Оборудование помещений для дополнительных занятий. Повышение качества методической подготовки учителей искусства и педагогов дополнительного образования на уровне высшего педагогического образования и дополнительного профессионального образования. Положение реализации преемственности уроков искусства и занятий дополнительного образования. Разработка программ общего и дополнительного образования с учетом активизации художественной деятельности учащихся в различных видах искусства. Создание репертуара для художественного творчества учащихся разных возрастных категорий. Произведения для музицирования, хорового пения, постановки спектаклей. Использование художественного образования и потенциала информационно-коммуникационных технологий. Обеспечение обучающихся, мотивированных к выбору профессий в области искусства, комплексов дополнительных занятий, необходимых для подготовки к поступлению в средние и высшие специальные учебные заведения. Разработки основных образовательных программ учебных предметов музыка и изобразительное искусство на модульном принципе построения. Внедрение вариативных моделей взаимодействия учреждений основного дополнительного образования с учреждениями культуры и искусства с учетом специфики региона. Сегодня мы можем говорить о том, что современная форма обучения искусству выходит за рамки урока и становится формами социокультурных проектов, решающих специальные и образовательные практические задачи. К социальным задачам мы можем отнести самоопределение личности в мире, оптимальную социализацию и инкультурацию школьников в современных условиях информационного и поликультурного общества, формирование гуманистического мировоззрения, развитие креативности в учебной и профессиональной деятельности, повышение интеллектуального потенциала российского общества, воспитание достойного, социально ответственного гражданина России. К образовательно-практическим задачам мы относим повышение качества образования, достижение метапредметных, личностных и предметных результатов обучения в соответствии с ОГОС, повышение практико-ориентированности учебно-воспитательного процесса школы, который осуществляется через взаимодействие учреждений образования и учреждений культуры. Образовательная политика страны направлена на государственно-общественное сотрудничество, которое способствует исполнению государственного заказа на образовательные услуги и учету интересов сторон обучающихся, родителей, учителей, общественности. В данном контексте особое значение приобретает разработка эффективного механизма взаимодействия межведомственных организаций по вертикали власти. Школы, учреждения, управления образованием разного уровня, научные организации, учреждения культуры, учреждения управления сферой культуры, система взаимодействия департаментов и Министерства образования и культуры. Таким механизмом сегодня является концепция преподавания предметной области искусства в образовательных организациях Российской Федерации.
которая структурирует обучение на основе профессионального и общественного обсуждения с учетом рекомендаций государственных органов управления образованием. Мой доклад, лекция закончена. Я вас благодарю за внимание. И с удовольствием сейчас попью воды.